ішінде болып тұр Оразалы Ержанов деген жаңағы Болат Абиловтың екеуі бірге команда. 2 минут 24 секунд бұған да бөліндер, тыңдаңдар не деп жатқанын. Бұлардың жаңағы нарративтері қандай, бұлар қандай ақпарат тақырып қылып кәдімгідей қоғамға лақтырып жатыр, лапшаны құлап қойып жатыр. Тыңдаңыздар. 26 ноября прошлого года президент Токаев подписал очень хороший указ о подготовке законопроекта регулирующего возврат активов. Там предусмотрено все. Кто подпадает под этот закон, как нужно определить условия вывода этих денег, какие меры должны быть приняты, стимулировать добровольный возврат ворованных денег. Однако 28 декабря премьер-министр страны подписал распоряжение о создании рабочей группы этого законопроекта и убил идею указа президента. Разработал так, что за один пункт отвечает одно министерство, за другой пункт указа отвечает другое министерство. Я считаю, что это прямой шаг, чтобы подорвать усилия по возврату активов в страну. Вот. Но что нужно делать? Если действительно этой проблемой заняться, прошло уже почти 30 лет. Будут 3 проблемы. Это законность приобретения активов. Да, мы все знаем, что они были украдены. Но семья Назарбаева управляла столько лет, они все уже узаконили. Это одна проблема. Вторая проблема — это так называемый добросовестный приобретатель. И третья проблема — это сроки, предусмотренные законом. Поэтому нашим фондом был разработан законопроект. Он называется «О мерах по преодолению узурпации власти в экономической сфере Нурсултаном Назарбаевым». Вот, чтобы восстановить справедливость, вернуть все эти активы в собственность страны, надо будет нам, как стране, законодательно признать узурпацию властей, затем определить, кто обогатился благодаря этой узурпации, установить перечень этих лиц и принять, наверное, достаточно жесткое решение, что все эти богатства должны быть возвращены в собственность Республики Казахстан. Иначе, просто погрязнем, наверное, многовечных, многолетних судебных тяжбах. Вот. Они будут нанимать лучших адвокатов мира, лучших блогеров, журналистов. И страна цели восстановления справедливости может не достичь. Поэтому только вот такой закон, где будут установлены главная причина. Это узурпация власти Назарбаева, которая начинается 13 декабря 1993 года и, надеюсь, завершилась 5 января 2022 года. Вот. Поэтому президент поставил задачу законопроект разработать до конца первого квартала. Я так полагаю, закон теперь расставлен уже на новый парламент. И я просто призываю всех поддерживать тех, наверное, те партии, тех кандидатов в депутаты, которые будут требовать признания узурпации власти и возврат активов нашей с вами собственность нашего народа. Более того, в прошлом году на референдуме Конституции была восстановлена статья, что земля и недра принадлежат народу, и это нужно подкрепить и законодательно, и реальными шагами со стороны государства. У меня все, у меня только одно пожелание. Мы обсуждали, да, сегодня у нас получился такой некоторый винегрет, да, я согласился тоже принять участие, понимаю, что сегодня это будет такой презентационная встреча, да. Назарбаевты ғана әңгіме қалады. Назарбаевтың ұрлағанын, оның туыстарын ұрлағанын қайтарамыз, комиссия құрамыз, заңнама мінекей бердік, заң шығар, Тоқаевпен мінекей бұлар ымыраға келіп жатыр. Тоқаевқа сын қалмайды бұлар. Қараңыздар, бөлініп жатыр ғой рөлдері. Бұл жерде анау Динара Егебаева Тоқаев таямай сөгіп жатыр, мына екеуі Тоқаевпен жаңағы мүмкіншілік берейік, жұмыс жасайық. Сөйтіп мынау халықтың басын қатырып, мына ақшаны қайтарамыз деп, халық жақсы көреді осындай тақырыпты, ақшаны қайтарамыз деп. Сөйтіп соны мыжғылап, тақырып қылып, миын қатырып жатыр. Басқа жалған ақпарат лақтырып, ең басты мақсат қазақ азаттыққа ие болу керек. Қазақ шығып революция жасатып, мынау орыс оккупациясының жүйенің өкілі Тоқаев жаңағы қасындағы бір сүмелектермен көзін құртып, Путиннен жаңағы құтылуымыз керек. Міне біздің мақсат. А мыналар жалған мақсат береді, алдап сулап. Жаңағы Динара Егебаева айтып жатыр ғой, мен маргинал емес деп. И как вы видите, я не являюсь представителем тех, кто вышел тогда в основном на митинге. Я не маргинал. Я выросла в центре города. Я коренная алматинка. Оған азаматтық қоғам мүшесі мінекей Сауле Аймұхамедова сын жасады да араларында болған диалогты тыңдаңыздар. 4 минут 20 секунд. Бұл жерде Динараның жаңағы несін көрсетеді, шынайы бетін, шынайы мақсаттарын тыңдап алыңыздар. Сосын мен өзімнің жаңағы сараптаманы беремін. Аймухамедова Сауле, Халык, Карапаев Халык. Динара, к вам вопрос. Январские события, это прежде всего как минимум 2017 года, да, вы знаете, у нас задержание, преследование, как минимум 2017 года, вот очень массовые преследования за участие в несанкционированных, так называемых, мирных собраниях. К вам вопрос, вот на самом деле, вот у вас, я слышу, вот сегодня диванная вечеринка. От вас, потом наших именитых, много уважаемых, допустим, мной, как бы я являюсь поклонником. И вот это слово, да, вот у меня такое ощущение, вы кого называете маргиналами? Понимаете? Не те люди, вот смерть Арона Атабека, да, Алтынбека Сарсембаева, Дулата Агадила, смерть в январских событиях, в жанаузинских, декабрьских событиях.